Шумить, як полымя небесный листок, и голос колоса, нібито крыш над ним, и бачится, и чуется, але не всіх. Мой родный кут, як ты мне мил, забыть тебе не маю сил. Ой, пора вечерать, нема бацькі дома. Про палясушчыка Міхала. Яго вся наша мова зна. Ён быў вядомы між панамі, ды што паны, сам князь Антоній не раз Міхала меў размову. Ён будзе тут хвілін праз 5. Вось-вось пакажецца звяруга. Гэта доўга што ж натуга няма. Быць ужо пора. Земля. Земля. Свой пэўны кут, свая раля. То намацнейшая аснова і жыцця першая умова. Земля не зменіць і не здрадзіць. Земля паможа і дарадзіць. Земля дасць волі, дасць сілы. Земля паслужыць да магілы. Земля дзяцей сваіх не кіне. Земля. Основа всё іншай. Она брусом стол накрыла, гостей уважно попросила, а на столе сковородища и шкварки. Справе там их пища, звичайно, справляючи свинячий. И сквозь конечно пар горячий, клубами выкатится и смыча, и нос приемненько козыча. И ось як шарта разов пару прошла от гостя у господару, тады все разом зашумели, проканалися на теле, які люди не просты. «Я вас люблю!» — казал Хадыка. «И сам я минский громыка, посябровать хочу я с вами, я дядь вас муки с комарами!» Контроль дал Бог прошел до дна. Вошли в вагон, и так приятно в вагоне дядьку показалось. И вспомнил дядька, куда едет, и что ему в той вильне не треба. В этих думках невеселых до вильни дядька подъезжая и свой гарнитур выправляя. За долгими столами, у стол уткнувшийся носами, сядять писы яхною кушки, скрипять вдох, ходить кучки. Иди на стол, налево третий. Пайшов наш дядька неврата на стол указанный трапляя, и знов там голову склоняя. Не пан я, трохи почакай. Другого красовика 1946 года. Мой заповед. Я чую шум разноголосый, лясов, лугов, те звонят косы у часе дружной косовицы. Я чую громы на вольнице. И тихий плач с края могилы. Давно затих твой голос милый. Дороги